Ингушетия выполнила годовой план по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По информации регионального Минстроя, на данный момент приобретены все 24 квартиры для сирот, которые стоят в очереди на получение жилья в 2024 году. Объем финансирования составил 38 миллионов 164 тысячи рублей, из которых средства федерального бюджета 36 миллионов 226 тысяч рублей. Кроме того, как и в прошлые годы, глава Ингушетии выделил дополнительные 24 миллиона рублей из средств Фонда развития Республики Ингушетия для покупки необходимого количества жилья, поскольку средств, выделенных с федерального бюджета, оказалось недостаточно. На эти цели нам из федерального бюджета выделяются средства из расчета средней стоимости квартиры и полагающейся сиротам квадратуры. Но у нас есть два расхождения. В Ингушетии не строят малогабаритные квартиры, и цена за квадратуру ежегодно растет. Направленных средств не хватает на приобретение необходимого количества квартир. В связи с этим мною было принято решение выделить дополнительные средства из Фонда развития Республики Ингушетия. В предыдущие 22 и 23 годы было выделено 20 и 25 миллионов рублей. В текущем году выделили 24 миллиона рублей. Кроме того, было выделено 3 миллиона 400 тысяч рублей из резервного фонда правительства Республики Ингушетия на приобретение 2 квартир из плана за прошлый год, которые не были куплены по указанным выше причинам. Таким образом, мы выполнили текущий план по приобретению детям-сиротам 24 квартир и закрыли план по приобретению 15 квартир за прошлый год. Всего мы в этом году приобрели для детей-сирот 26 квартир. Это важная работа, которую мы проводим для обеспечения прав детей на жилье и улучшения их жизненных условий. Мы продолжим работать над тем, чтобы дать каждому нуждающемуся в жилье комфортный и безопасный дом, пояснил ситуацию глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. В Ингушетии во Дворце спорта имени Берда Евлоева проходит межрегиональный турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 18 лет в честь серебряного призера Олимпийских игр Калоя Картоева. В соревнованиях принимают участие около 150 представителей 7 регионов СКФО и ЮФО. За звание сильнейшего свое лидерство оспаривает на 3 коврах, демонстрирует упорство и физические преимущества в 11 весовых категориях. На мероприятии присутствуют именитые спортсмены из Ингушетии и соседних республик, а также почетные гости. Это министр спорта Ингушетии Руслан Белхароев, заслуженный мастер спорта России Абдусалам Гадисов, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев поприветствовал участников и гостей от имени главы региона Махмуда Али Калиматова. По инициативе Министерства спорта, который был поддержан правительством, данный турнир включен в план Министерства спорта, в календарный план. В 2016 году, когда наш земляк завоевал серебряную олимпийскую медаль, тысячи наших ребят вошли в секцию борьбу, вольной борьбы и начали массово заниматься. Уверен, что проведение таких мероприятий на таком высоком организационном уровне будет способствовать, чтобы ни один еще олимпийский призер и олимпийский чемпион родились в схватках на этих коврах. В период выходных и нерабочих праздничных дней с 29 декабря по 8 января при правительстве Ингушетии работает оперативный штаб. Звонки принимают круглосуточно, обращения граждан обрабатываются представителями Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии, а также ресурсоснабжающих организаций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с перебоями услуг ЖКХ, предусмотрено круглосуточное дежурство ремонтных бригад, диспетчерских служб, а также выездных бригад. Жители могут обратиться в оперативный штаб при правительстве республики на номера телефонов 8 87 34 55 14 23, 8 928 747 75 44. На каждый вопрос заведен журнал, где будут отмечаться аварийные ситуации, когда, во сколько, что было. Включение воды, света, электроэнергии, газа, любых связанных с подачей, в данном случае воды, электроэнергии и газа, вот в этих, когда населению, социальные объекты населению можно звонить. На улице Итазова в Назране начались работы по замене ветхого водопровода, которые продлятся 2-3 дня. Об этом сообщают в администрации города. С такой просьбой к мэру Назрани Руслану Оздоеву обратились жители улицы. Отмечается, что более 250 метров металлической трубы заменят на пластиковую с большим диаметром. Работы проводятся совместно со специалистами единого оператора по водоснабжению и водоотведению. В мэрии призвали жителей проявить терпение и понимание, отметив, что бригада делает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу воды.
Министерство культуры Республики Ингушетия приглашает жителей и гостей региона на республиканское праздничное мероприятие. Новогодний концерт будет проходить на площади Алания в Магасе. Детская программа начнется в 12 часов дня. Приглашают маленьких зрителей и их родителей в удивительное музыкальное путешествие, полное веселья и радости. С 15:00 до 16:30 новогоднее театрализованное представление для детей, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами, игровая развлекательная программа с призами от Деда Мороза. Ну и завершит программу вечерний концерт.